Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья! Если вы еще впервые на нашем канале, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Афганцы критикуют Нурмухамадова за грубый ответ журналисту, который попросил его разъяснить свою позицию по Афганистану. Чемпион UFC Хабиб Нурмухамадов, уроженец Дагестана, который также популярен в Таджикистане, извинился перед народом Афганистана после своего резкого ответа на ситуацию в Афганистане. Спортсмен, который несколько дней назад почувствовал, что эта страна находится за тысячи миль от меня и не принадлежит мне, в новом заявлении сказал, что он хорошо знает афганский народ. «У меня тесные отношения с афганским народом. Мои друзья не меньше афганцев. Когда я сказал ранее, что объяснять политическую ситуацию – не моя работа, я думаю, они меня неправильно поняли. Надеюсь, они меня простят. Обидел кого-нибудь, прошу прощения. Я спрошу», – сказал Нурмухамадов на пресс-конференции. Он думает, что любой может ошибиться, но он не хотел сказать, что ситуация в Афганистане его не волнует. По словам спортсмена, он не хотел обсуждать политическую ситуацию. Афганский народ очень терпелив. Он пережил много событий на протяжении своей истории. Конечно, я забочусь о них. Я хочу пожелать им всего наилучшего, сказал Хабиб. Напомним, афганцы ранее критиковали резкий ответ Хабиба Нурмухамадова журналисту, который спросил его о ситуации в Афганистане. Друзей, близких людей с Афганистана. Я думаю, что они неправильно меня поняли, что я сказал, что меня как-то не касается. Я имел в виду политическую обстановку, не хочу комментировать. И надеюсь, что они меня простят, если на самом деле я их чем-то обидел, хотел бы принести извинения тоже. Я считаю, что мне не стыдно перед ними извиняться. Любой человек может сделать ошибку, но когда я это говорю, у меня вообще все по-другому было в голове. У меня не было, что меня не касается то, что их постигает и так далее. Я просто не хотел комментировать политическую обстановку. Да, это народ очень многострадальный, многое видели на своем веку, так скажем. Если даже просто обернуться, прочитать историю, посмотреть последние там 120 лет, что творилось там, и продолжает твориться до сих пор, конечно, за этот народ больно, переживаешь, и просто хочу пожелать им всего самого наилучшего.